Продолжим праздничную тематику. Все медицинские братья и сестры отмечали свой день на прошлой неделе. Но просто посидеть в кругу коллег за чашечкой ароматного чая со вкусняшками не для них. Даже в Международный день медицинской сестры эти отважные люди не забывают о работе и повышают свое мастерство. Общественная организация «Ассоциация специалистов со средним медицинским и высшим сестринским образованием» выступила организатором конкурса молодого специалиста «Путь в профессию-2018». Победителем стал медицинский лабораторный техник Сысольской ЦРБ Николай Оськин. Николай, примите наши поздравления с победой в конкурсе. Расскажите вообще о своих эмоциях, ожидаемо ли было выиграть? Я был уверен в своих силах, но неожидаемо. А как-то влияло то, что один мужчина в компании девушек? Ой, даже не знаю, как ответить. Просто, наверное, повлияло. Дамы мягкие. А вообще, задания были, насколько для вас сложные? Насколько были их прохождения? Может быть, что было самое интересное, самое сложное? Задания все были несложные. Просто как-то все шло волнительно, из-за этого были, может, небольшие трудности. А так все хорошо, все легко. А можете нашим телезрителям все-таки пояснить, через какие испытания пришлось пройти участникам? Первый этап был мытье рук, гигиеническое, хирургическое. Мне попалось хирургическое мытье рук. Все прошло хорошо. Далее было домашнее задание. Мы показывали видео, в котором надо рассказать о себе, о своем наставнике. Далее был блиц-опрос, очень легкий. И вот последняя сердечно-легочная реанимация. Вот там вот как-то очень волнительно было. Самое, наверное, трудное. А вообще выбор быть в медицине чем обусловлен? Я с детства уже хотел быть врачом, там с медициной что-то связано. А так подтолкнула меня мама. Каким образом подтолкнула? Посоветовала поступать? Она сама медицинский работник, работает в детском саду с маленькими детьми. И мне самому очень нравится моя профессия. Кому можете сказать, может быть, спасибо за победу свою? Да всем. Всей Сысольской ЦРБ. Спасибо. Все за меня болели и ждали с первым местом. Вот, пожалуйста. А вообще участие в конкурсе, как решили поучаствовать? Это было ваше решение или все-таки в добровольно-принудительном порядке? Не в добровольно-принудительном, а главная медсестра посоветовала принять участие. И вот подготавливались всей больницей. Спасибо большое главной медсестре Ушаковой Надежде Александровне. Что ж, еще раз поздравляем. Спасибо, Николай. Спасибо вам.